Чуть больше года прошло, как не стало выдающегося общественного деятеля, ученого, основателя Московской абхазской диаспоры, Всемирного абхазо-абазинского конгресса, одного из авторов Конституции нашей страны Тараса Мироновича Шамбы. И, конечно, сложно в одном репортаже охватить весь масштаб личности и деятельности этого выдающегося человека. Но верно одно: Тарас Шамба был не только основателем абхазской диаспоры в Москве как организации, но и его идейным вдохновителем. Человеком, который стоял у истоков создания Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа. Человеком, благодаря усилиям которого потомки кавказских народов, рассеянных по всему миру, обрели связи с исторической родиной. И только тяжелая эпидемиологическая ситуация не позволяла до сих пор провести вечер памяти Тараса Шамба. Но инициативная группа в лице Отара Ласари, Эсмы Хакпа, Беслана Кубахи посчитали, что откладывать это дело более нет возможности. Слишком много невысказанного в адрес дорогого друга накопилось в сердцах друзей и близких Тараса Мироновича в связи с его трагическим уходом. Посол Абхазии в Российской Федерации Игорь Ахпа зачитал участникам вечера приветственный адрес от имени президента Абхазии Аслана Бжания, а руководитель аппарата Всемирного абхазо-абазинского конгресса Каан Таня от имени председателя Высшего совета конгресса Мусы Экзекова. Ведущие вечера Эсма Хакба, Беслан Кубахи и все выступающие делились своими воспоминаниями о Тарасе Мироновиче Шамба. Так, руководитель московской абхазской диаспоры Беслан Агрба рассказал эпизод из своей студенческой жизни в Москве. Мы были исключить из института. Так уж получилось. Мой отец, неожиданно считая, что его сын там учится в Москве и вообще там все хорошо, выясняет, что такая сложная ситуация. Он приезжает, а они с Тарасом очень дружили, работали вместе, он позвонил ему. Он приехал в деканат, он, значит, пришел к декану, он стал с ним, его невероятная харизма, обаяние, значит, он его там, потом в конце когда тот выяснил, что Тарас Миронович секретарь партийной организации Академии общественных наук, вообще он там приосанился, привстал. И в общем в результате мне дали какой-то шанс и там сдать сессию, я ее в конце концов там сдал. Ныне организация «Московская диаспора» была создана более 50 лет назад Тарасом Шамба как студенческое землячество. Потому неудивительно, что именно студентам из Абхазии в последующем Тарас Миронович уделял много внимания. Так, в 2005 году по его инициативе было организовано выступление абхазских студентов в Государственной Думе России. На тот момент это какое-то вообще совершенно запредельное, невероятное событие. Абхазия — непризнанное государство, находящееся в полнейшей блокаде, несмотря на то, что у нас есть огромные дружеские связи и в лице Сергея Николаевича Бабурина, и Константина Федоровича Затулина, и многих-многих других, которых мы просто не можем сейчас даже успеть перечислить, благодаря которым все-таки состоялось то, что состоялось, и Абхазия обрела свою независимость. Тарас Миронович невероятно доверял молодым людям. Он делал все, чтобы эти люди имели возможность себя проявить. На встречу были приглашены российские ученые и общественные деятели из числа друзей Тараса Шамба. Один из них – большой друг Абхазии Сергей Бабурин. Имя этого человека широко известно в Абхазии. Именно его голос звучал в нашу поддержку в самые трудные времена для нашей страны. Тарас Миронович Шамба – это великий человек и великий политический и государственный деятель. Почему? Потому что есть определенные критерии о том, что после себя человек оставил. Сколько людей он сделал лучше, организовал им более достойную жизнь, что он сделал для своего народа. Когда я вначале познакомился с Абхазией, познакомился заочно. В апреле 1992 года с подачи Алексея Ващенко я направил 2 телеграммы, узнав о том, что грузинские танки вышли на границу с Абхазией и готовы двинуться на территорию Абхазии. Одну телеграмму отправил в Верховный Совет Абхазии Владиславу Арзенбе, вторую телеграмму отправил в Тбилиси Шеварднадзе. А Тарас Миронович Шамба со мной познакомился для того, чтобы сказать, что моя телеграмма произвела шок в Тбилиси. И вот там я, не мудрствуя лукаво, написал:
что если вы посмеете двинуться на территорию Абхазии, Россия применит все необходимые меры для пресечения агрессии. Обширным был круг деятельности Тараса Мироновича Шамбо, как и круг связи в различных сферах в Москве. Тарас Миронович подкупал друзей и знакомых своей открытостью, энциклопедическими знаниями и тонким юмором. Своими воспоминаниями поделился коллега и друг Тараса Шамбо Геннадий Черемных. Сегодняшний вечер, он просто показатель того, как люди относятся к этому действительно великому человеку. И я вот внимательно слушал всех выступавших и обратил внимание на два определения: светлый и личность. Вот это полностью отражает мое представление о любимом и глубоко уважаемом мной Тарасе Мироновиче Шамбо. Я твердо знаю, что то тяжелое время, которое все мы пережили, это вот конец 80-х, это уничтожение Советского Союза, это 90-е годы, оно стало как бы таким чистилищем. И далеко не все это чистилище выдержали. А вот Тарас Миронович был одним из тех людей, которые с честью прошли через это время и были для нас примером. Специально для участия в этом вечере из Абхазии приехали секретарь Общественной палаты Абхазии Гули Кичпа и известный журналист-ученый Екатерина Бебия. Екатерина Бебия также предоставила отрывки из своей передачи «Светлый путь к звездам», посвященную Тарасу Шамбо, что позволило участникам вечера еще раз увидеть Тараса Шамбо и услышать его голос. Хочется думать, что вот он где-то здесь сидит и своим таким ласковым прищуром и такой доброжелательной улыбкой смотрит на нас. Я, наверное, вот всегда буду так воспринимать, потому что такие люди вообще не уходят. Вот как мы говорим, что у нас у каждого наш Владислав, вот у нас у каждого наш Тарас Шамбо. Вы понимаете, он мог обогреть, обласкать. Представитель Абхазии в Германии и Восточной Европе Хибла Амичпа передала видеообращение участникам вечера, в котором тоже поделилась своими воспоминаниями. И также на вечере прозвучала композиция под ее авторством, посвященная памяти Тараса Шамбо. Свои видеообращения передали также Юрий Агирбов, член исполкома Международной черкесской ассоциации, писатель Олег Этлухов и другие. Все они отметили роль Тараса Шамбо в укреплении братских связей между народами Кавказа. Организаторов и участников вечера поблагодарили члены семьи Тараса Шамбо. Его дочка Эне Шамбо также зачитала письмо со словами благодарности от имени своей матери в адрес собравшихся. Дорогие друзья, коллеги, соотечественники Тараса Мироновича, спасибо за вашу искреннюю любовь к нему и уважение к памяти о нем. Для нашей семьи, для тех, кто живет в Москве, и тех, кто в Абхазии, его уход – большое горе, которое невозможно описать словами. Но он постоянно с нами, каждый день, каждую минуту. Надеемся, что вы надолго сохраните светлую память о нем, и он продолжит жить в ваших сердцах. Ей было трудно держать слезы, как и всем участникам этого вечера, поскольку боль от безвременного ухода Тараса Шамбо еще не утихла в сердцах не только близких друзей и родственников, но и всех, кто его знал. А имя Тараса Мироновича Шамбо без преувеличения было известно практически во всем мире. Нона Кукускир специально для абхазского телевидения из Москвы.